Главный вопрос повестки дня – обсудить принятый в первом чтении законопроект об изменении возрастного ценза для кандидатов в президенты и депутаты Народного собрания. И после того, как в первом чтении мы приняли, было много мнений, много дискуссий относительно того, готовить ли иные поправки к данному проекту. Много мнений прозвучало. Речь шла, если вы помните, в проекте идет на данный момент в проекте о том, что президентом Республики Абхазия может быть избран гражданин Республики Абхазия не моложе 45 лет и обладающий избирательным правом. То есть та пока еще действующая норма, она предлагается к изменению для того, чтобы верхнюю часть, предельный срок для исполнения обязанностей президента, чтобы эту верхнюю часть, соответственно, убрать. Для внесения некоторых пунктов в закон о выборах в президенты Республики Абхазия депутатами подготовлены 3 поправки. Спикер парламента Лаша Ашуба предлагает сдвинуть возрастной ценз на 5 лет, то есть установить нижний порог в 40 лет, а верхний в 70. Но мы здесь обсуждали до этого в рамках наших дискуссий в комитете и с депутатами, сказали, можно нарастить по 5 лет. Что касается верхнего ценза, я все-таки считаю, что законодатель и основатели, отцы-основатели нашего государства закладывали логику следующую, что президентом Абхазии должен быть человек, во-первых, физически здоровый, активный. Так или иначе, на президенте, при всем уважении к нашим старшим, большая нагрузка. Поэтому, президент – это человек, который ежедневно должен принимать огромное количество решений, должен быть мобильным, должен передвигаться по стране, должен ездить за рубеж, в частности, там и в Российскую Федерацию, постоянно на ногах, постоянно в делах. Это очень большая физическая и эмоциональная нагрузка. Поэтому я думаю, что оправдано, что мы там сдвинем ценз, условно говоря, до 70. Если кто-то изберется в 70 лет, то там до 75 лет сможет работать. Что касается там 35 лет, я не знаю, что закладывал законодатель, наверное, это рано для того, чтобы быть президентом целой страны и принимать самые ответственные и судьбоносные решения для страны. Что касается депутатов Народного собрания, то рекомендовано поднять возрастной ценз с 25 до 30 лет без верхнего порога. Внести такую поправку предложил депутат Дауд Хутаба. Таким образом, возрастной ценз будет поднят не до 33 лет, как было принято в первом чтении, а до 30. Соответственно, теперь у нас остается голосование по всему проекту в целом. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы рекомендовать принятию во втором чтении данный законопроект? Этот вопрос окончательное решение, это окончательным тоже трудно его назвать, это будет лишь второе чтение, будет приниматься на сессии. Вот эти все цензы, мы только что говорили о верхнем президентском сроке, конечно, самый главный цензор наш народ. Не имеет значения, какой возраст и так далее. Если народ считает этого человека достойным представлять его интересы в парламенте, значит, он достоин этого, я считаю. Но, конечно, вот если посмотреть, допустим, вообще критерии выборов, как выбирали депутатов, всегда мы говорим золотой созыв парламента, и тогда, наверное, люди более ответственно подходили. Сейчас я не хочу винить кого-то в этом, но тогда люди по-другому подходили, ответственно подходили к выбору, потому что так или иначе стояла угроза войны и угроза того, что мы могли потерять свое государство. И в то время, конечно, выбирали люди, исходя из всех этих критериев, тех людей, которые смогли бы полноценно на всех уровнях, на всех площадках защищать интересы абхазского народа. К сожалению, после этого времени эти критерии немного поменялись. К сожалению, получилось так, что не подготовили мы поколение, которое сегодня должно управлять Абхазией, его нету. Рассмотрели сегодня на комитете, оформлена инициатива спикера, здесь мы поддерживаем такую поправку. Что касается возрастного ценза кандидатов в депутаты, то уже к этому вопросу неоднократно возвращались в парламент еще и в предыдущем созыве. Наша позиция, что вот эти предложения, которые основываются, чтобы увеличить возрастной ценз, они исходят из того, чтобы дополнительные цензы, образовательный ценз стажа,
Но наше предложение, то есть официальная позиция, которую президент по этой поправке, чтобы не увеличивать до 30 лет. Не увеличивать до 30 лет. На комитетское заседание были приглашены представители Центральной избирательной комиссии и политических партий. Они также высказали свое мнение по этому вопросу. Нам предстоят провести парламентские выборы. Вот. Мы проводим парламентские, как вы знаете, президентские референдумы. Вот. Мы не хотим с этим сталкиваться, чтобы потом были проблемы. Я думаю, здесь все самодостаточные депутаты и в будущем кандидаты в депутаты, которые своими силами смогут до объявления дня голосования проконсультироваться, узнать мировую практику у тех же иностранных специалистов. Но с момента назначения выборов до проведения выборов, чтобы вы и мы все вместе провели здесь в той обстановке, которая мы будем знать, кто эти люди, а для этого нам достаточно того, чтобы быть гражданином страны. Мы здесь все друг друга знаем, а если не знаем, то можно будет это установить. Вот. Поэтому данное предложение, я еще раз подчеркиваю, что это практика мировая, и мы ее поддерживаем. Мнение Амцахара я здесь не уполномочен высказывать, но в целом логика действий поправок парламента, она понятна, потому что в частных беседах с коллегами по партии мы это обсуждали, и в принципе, в целом мы поддерживаем такой ценз для кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Здесь можно, конечно, искать подоплеку, там молодежи кто-то дорогу не дает, там конкуренция возможна, не конкуренция. Но, ребята, на мой взгляд, исходить надо не из этих соображений, а исходить надо из прямых соображений о том, что ждет от нас народ, что ждут от вас, депутатов, люди. Это качество жизни, условия жизни, законы продуманные. Здесь ошибки должны быть минимальными. Исходя из этого, я поддерживал бы мнение, что в парламенте все-таки по возрасту, 30 лет, наверное, это такой оптимальный минимум, который можно принять. Были рассмотрены и другие пункты закона о выборах. К примеру, согласно поправкам, кандидат в депутаты в течение последних 5 лет до дня регистрации не должен покидать страну более чем на 2 месяца в году. Важным нововведением проекта также является обязательное подтверждение владения абхазским и русским языками. Законопроект вводит жесткие финансовые рамки для участников предвыборной гонки. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты не должна превышать 30 тысяч установленных законом минимальных месячных размеров оплаты труда. Налач Хиндерия, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.